Это площадь 1 мая. Здесь сегодня грандиозное костюмированное шествие. Больше 1000 мальчишек и девчонок в национальных нарядах своих регионов проходят по территории Кремля и набережной. В одном ряду ребята из ДНР и ЛНР. Вот эти вот ребята, которые сегодня идут в этом шествии, это наследники многовековой культуры многонациональной России. И сердце радуется то, что они не стесняются одевать свою родную одежду, они не стесняются петь песни, традиционные свои родные песни, показывать обряды, показывать свою культуру. И вот эти 80 регионов нашей страны сегодня здесь, в Казани, объединены одной идеей сохранения своего национального культурного кода. Одни из самых ярких участников шествия – представители северных и восточных регионов России. Кристина Доминю из Камчатки. Она единственная, кто представляет малочисленный народ края. На ней кухлянка, меховая рубаха из лисьей шкуры. На Камчатке все, кто является коренным малочисленным народом, они все пытаются помогать, участвуют во всех мероприятиях, ходят в ансамбле тоже, поют, танцуют. И всем очень нравится, туристы вообще в восторге. Малика Касумова из Дагестана. Их коллектив в Казани впервые. На них традиционные платья и платки с монетами, а на мальчиках настоящая джигитская папаха и национальная форма. Атмосфера очень классная, много разных костюмов, много коллективов. Дети классные, друзья. Мы можем найти друзей, пообщаться с ними, посмотреть, где они побывали, познакомиться поближе. Церемония открытия фольклориады проходит у Дворца земледельцев. На главной сцене пролог национального спектакля на Сенном базаре по сказкам и стихам Гавдулы Тукая. Обращение президента России к гостям зачитал Фарид Мухаммедшин. От себя председатель Госсовета добавил: Татарстан принимает фольклориаду не случайно. Сегодня в республике в мире и согласии проживают представители 175 национальностей. У нас созданы равные возможности для сохранения традиций и обычаев, развития духовной культуры и изучения родного языка всех проживающих в Татарстане народов. И через воскресные школы, через дополнительные занятия. И мы этим гордимся, и это нас очень сближает. Ребята пробудут в республике 3 дня. Яркое шествие увидит житель Иннополиса, Апастова, Зеленодольска, Лаишева и Высокой горы. В воскресенье гости примут участие в Казанском Сабантуе. Искандер Гималдинов, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.